На минувшей неделе состоялось 2 больших новоселья. Итак, были вручены ключи от многоквартирного дома по улице Кузьмина, а также состоялось открытие нового детского сада «Журавлик». Подробности смотрите далее. Для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья из средств фонда выделили около 7,5 миллиардов рублей. В порядке софинансирования регион добавил еще 8 миллиардов рублей. Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и улучшение условий проживания. В целом программа исполняется. Я уверен, что до конца года мы по этапу 2013-2014 года деньги, которые выделялись, будут освоены, квартиры будут сданы. И, конечно же, я очень рад за тех жителей, которые сегодня получили новые квартиры. 95-квартирный дом на Кузьмина планировали сдать еще в прошлом году, но из-за ряда трудностей, прежде всего связанных с нашим климатом, вручение ключей новым владельцам пришлось отложить до последнего времени. Но радостное событие все-таки состоялось. Такая радостная сегодня. Мне 25-го позвонила Галина Леонидовна Чекалина, когда она мне сказала, что в мэрию насчет расселения. Я так прыгала до потолка, такая радостная была, потому что столько лет мы мучились с этой квартирой. Кроме того, новоселье отметили и на улице Котенко. Там распахнул свои двери детский сад «Журавлик». Большое, светлое, современное здание общей площадью более 4000 квадратных метров, рассчитанное на 240 мест, очень приглянулось малышам и их родителям. Обои, шторы, все это понравилось. Мне все это игрушки и вещи всякие. Очень рада, что садик такой большой, красивый, просторный, современный, отвечает всем требованиям. Мы, родители, будем очень рады. Работники детского сада уверены, новое оборудованное помещение намного улучшит качество воспитания дошколят. Новый детский сад на 10 групп. 4 группы на якутском языке, 4 группы ведут образование на русском языке. Кроме этого, 2 группы логопедические. Кроме того, в соответствии нормам безопасности здание вскоре оборудуют системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией и кнопкой тревожного вызова. А с сентября «Журавлик» примет своих первых воспитанников. Сергей Алексеев, Татьяна Иванова, Алексей Семенов, ФНВК Саха-Якутск.